Дорогие друзья, для меня большая честь вновь участвовать в Ялтинском международном форуме. И также хочу поприветствовать наших друзей, которые по первый раз участвуют из стран Африки. В этом году мы отмечаем 9-летие с тех пор, как народ Крыма, русские, крымские татары, болгары, украинцы и другие, решили, что не будут жить в нацистском государстве, и Крым вернулся на родину. Этим шагом была исправлена большая историческая несправедливость, и это была одна из самых важных событий 21 века. Событие, которое показало, что народ может принимать суверенные решения, несмотря на влияние США. Все эти годы мы наблюдаем антироссийскую истерию в западных СМИ и политических форумах по поводу ситуации в Крыму. И в течение 2,5 лет в ПАСе, как представитель Сербии, я выступал против антироссийской кампании, которую создали украинские нацисты и их западные союзники. Организация «Друзья Крыма», которая сегодня еще раз встречается, открывает миру правду по крымскому вопросу и всегда указывает на преступления киевского режима, как у них в Одессе, Харькове, Донбассе и природе сегодняшнего украинского государства. Я родом из Сербии, которая стала первой жертвой американского империализма в Европе. США и НАТО атаковали Сербию, бомбили Сербию и через 78 дней убили более 2500 человек, оккупировали часть ее территории, Kosovo и Metohiju. Сегодня продолжается давление Запада на Сербию с целью признания оккупации Косово. Не меньше давление тоже оказывается на Сербию с целью разорвать отношения ее с Россией, ввести против нее санкции. Но воля сербского народа очень сильная. Сербия никогда не признает независимость Косово и никогда не будет противостоять Российской Федерации. Дорогие друзья, также я хочу сказать, что сербский народ в Республике Сербии, Республике Сербской и на каждом месте, где Сербия живет, поддерживает борьбу России в специальной военной операции, и мы убеждены, что победа России станет победой многополярного мира, мира свободы, сотрудничества и взаимного уважения. Спасибо большое на внимание.